Вы знаете, нас заставила жизнь. Так для жителей Царицынского бугра проблемой стала гора мусора на месте контейнерной площадки. Что это из себя представляет, мы снимали весной этого года. Здесь оставляли отходы не только жители поселка. Выбрасывали мусор и проезжающие автомобилисты и мелкие производственники. Зачастую были отходы, подлежащие специальной утилизации. Фирмы, которые, значит, занимаются вывозом мусора, они привозили городской мусор, в том числе и строительный, и производственный мусор, на наши контейнер-площадки. Больно хорошо. 100% прибыль. За утилизацию платить не надо. И все везли сюда. Был здесь невыносимый запах. Жить было невозможно. Возможность избавиться от свалки дал переход на мешочный сбор мусора. Летом жители провели сход и отказались от контейнерной площадки. На ее месте посадили деревья, а отходы стали оставлять в мешках у своих домов. 3 раза в неделю за ними приезжает мусоровоз. Удобно, конечно, с одного места собирать. Скажем, чтобы на одной улице один контейнер. Жители, да, отказались. На работу не жалуемся. Как есть она работа, так мы, работаем. Хоть так будет или, скажем, так же собирать. Работа есть работа. За несколько месяцев стало ясно, нужен не только мешочный сбор, но и отдельные контейнеры у каждого дома. Так мусор не растаскивают птицы и бродячие собаки, и отходы не разлетаются по поселку. Контейнера приобрели. Значит, это довольно-таки недорогое удовольствие. Пускай это входит в 1000 рублей. Так как отзываются местные жители, в поселке стало чище, и исчезли бродячие собаки, и не нужно носить мусор далеко от дома. Удобно. Вышел из дома, выкинул мусор. Хорошо. Чище стало, поменьше везде валяется мусора. Стал, да, чище стал, да. Для крупногабаритного мусора в поселке оставили один большой контейнер. Его будут переставлять. То есть на одном месте он будет стоять недолго, чтобы снова не плодить свалку. При этом оплата за вывоз мусора останется прежней. Не имеем возможности изменить что-то в порядке оплаты. То есть действующее законодательство не устанавливает для такого способа сбора отходов какую-то другую ставку платы. Жители платят также по нормативу с человека 97 рублей 41 копейка в месяц. Так же, как отмечают, мешочный сбор может выручить в тех жилых массивах, где активно идет стройка. В настоящее время застройка жилых массивов и поселков в городе Казани ведется активно, и территории для строительства новых контейнерных площадок фактически отсутствует. Единственный вариант решения на сегодняшний день – это переход на мешочный сбор. На мешочный сбор в Казани перешли пока 7 поселков. На очереди Новая Сосновка. Чтобы оформить переход, нужен сход и решение самих жителей. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.